Сейчас мы находимся у реки Амга. Сегодня очень холодное морозное утро. Температура на улице составляет где-то минус, где-то 10 градусов. Но нам не холодно, очень романтично, солнышко светит, туман пока. Сейчас нам предстоит перебраться на тот берег, где начинается участок строительства автодороги Амга. Следуем по автодороге Амга-Усть-Мая. Мы преодолели порядка 200 километров с Нижнего Бестяха. Сейчас мы направляемся в сторону Усть-Мая, где у нас ведется строительство автодороги Амга. Строительство автодороги ведется с 90-х годов. И вот эта водная преграда на реке Амга, она самая основная. Сейчас мы причаливаем к берегу. На улице Октябрь, и лед уже практически образовывается, но он такой тонкий пока. В принципе, препятствий для переправы не составляет, но все равно по проекту через реку Амгу здесь будет построен мост, и тогда основная водная преграда на этой автодороге будет преодолена. Как мне сказали, это приспособленный понтонный паром, который вмещает, как мы видим сегодня, это 3 машины. И мне даже не страшно было на этом пароме. Сейчас мы находимся на участке автодороги Амга-Усть-Мая. В этом году здесь дается еще 10 километров. 13,5 километров барьерных ограждений – это только один объем. Под моими ногами сейчас более 400 тысяч кубометров грунта. Протяженность участка 10 километров, километры 269, 289. Третья и четвертая очередь. Земполотно 400 тысяч куба, барьерное ограждение 13 километров 700 метров, 16 кооперированных 1,5-метровых труб. Все работы сделаны силами акционерного общества «Дороги Саха». Участки дороги сделаны местной организацией, которые дислоцируются в поселке Амга, все местные товарищи. Здесь на этом участке, в этом сезоне работало где-то около 140 человек. Больших трудностей не было. Всего нынче и местность хорошая, и карьеры хорошие, и погодные условия хорошие. Особых таких нюансов нету. Дороги России, легенда.
когда-то они лишь грунтовыми были. На этой отметке завершается строительство автодороги Амга до поселка Усть-Мая пока в этом году. С этого участка до поселка Усть-Мая остается всего лишь 47 километров. В планах управления автомобильных дорог Республики Саха до 2017 года завершить вот этот разрыв, закончить. Да, я думаю, такими темпами и с такими мощными и ответственными подрядчиками это нам по плечу. Так как на сегодняшний день очередные 10 километров дороги Саха сдали досрочно и с отличным качеством. Все мы сейчас убедились, правильно? У нас профессия такая.